Хоккейные и крещенские морозы в Ледовом дворце и городской турнир по теннису. Сибайцы в очередной раз продемонстрировали высокую спортивную подготовку. Избежать серьезной трагедии в случае, когда очаг возгорания остается незамеченным. Что еще может противопожарный извещатель? Зимние морозы как способ пропустить уроки. Как долго школьники будут оставаться дома? Узнаем в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. На территорию республики пришли сильные морозы. Отметки на столбиках термометров опускаются все ниже, однако это не может не радовать учащихся, так как понижение температуры является законным основанием не ходить в школу. Как обстоят дела с посещением в учебных заведениях города и что готовит нам Небесная канцелярия на ближайшее время, узнавала наша съемочная группа. Кто учился в школе, хоть раз задавался вопросом, при какой температуре можно не ходить на занятия. В связи с воцарившимися сейчас в республике морозами данный вопрос как никогда уместен. Согласно официальным нормам, для каждого возраста школьников предусмотрены свои допустимые показатели. Так, с понижением температуры воздуха в зимний период Минобразование Башкортостана в целях профилактики массовых простудных заболеваний среди детей и подростков рекомендует освобождать от занятий обучающихся при следующих температурных показателях. Минус 25 и ниже начальные классы, минус 27 и ниже 5 и 9 классы и минус 32 и ниже 10 и 11 классы. Согласно санитарным нормам, когда происходят низкие температуры в природе и в погоде, мы, конечно, детей стараемся и родителей оповестить о том, что при низких температурах и с ветром детей оставляли дома. Но если, например, родители на своем транспорте привозят здесь и увозят, опасности для здоровья детей нет, поэтому обучение мы проходим в полном режиме, согласно расписанию. На сегодняшний день, в общем-то, отсутствует 1/3, 198 обучающихся сегодня отсутствуют по температурному режиму, ну и 30 по болезни. В общей сложности получается больше 200. Но мы эту ситуацию контролируем, детей самостоятельно уже не выпускаем на улицу и стремимся к тому, чтобы родители забрали детей уже после обучения. По данным городского отдела образования, в школах сегодня по этой причине в общей сложности отсутствовала четверть учащихся. Большой процент из них составили обучающиеся из поселков спутников. Все общеобразовательные организации в этот период продолжают работать в штатном режиме, но окончательное решение о посещении детьми школы принимается родителями. Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает, что погодные условия в ближайшие сутки еще заметно ухудшатся. Ожидается порывистый ветер, на автодорогах прогнозируется ухудшение видимости до 500 тысяч метров, рекордно низкая температура воздуха еще сохраняется. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Период зимних заморозков традиционно служит временем наиболее интенсивной работы служб противопожарной безопасности. Необходимость прибегать к дополнительным способам обогрева жилых помещений, когда система центрального отопления не справляется с низкими температурами за окном, серьезно превышает вероятность возникновения пожара. Избежать серьезной трагедии в ситуации, когда очаг возгорания остается незамеченным, позволяет заблаговременно сработавший сигнал противопожарного извещателя. С августа 2016 года в республике реализуется программа, призванная обеспечить население подобными превентивными методами предотвращения чрезвычайной ситуации. Итоги в сюжете Рената Музафарова. Возгорание, вспыхнувшее 19 января в частном доме села Романовка Мелеузовского района, грозило обернуться трагедией, сопоставимой с событиями августа настоящего года, когда пожар в Бирском районе унес жизни 9 человек, 5 из которых были детьми. Семья, пострадавшая в селе Романовка, также является многодетной. Однако человеческих жертв удалось избежать благодаря сигналу противопожарного извещателя. Прибор предоставлялся семье бесплатно в рамках республиканской профилактической акции по формированию превентивных противопожарных мер. Наиболее широкое распространение программа получила в последние полгода. Не прошла она мимо и нашего города. В 2017 году в жилых помещениях, где у нас проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, малоимущие и многодетные семьи, было установлено 398 пожарных извещателей автономных. Данные мероприятия в 2018 году продолжаются. В
Второй этап у нас, значит, конкурс выиграли общество с ограниченной ответственностью «Норма». Они на сегодняшний день установили еще дополнительно 188 извещателей, и осталось у них срок до 1 февраля установить 16 извещателей. Всего, согласно данным Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в целях предупреждения гибели детей при пожарах в 2017 году установлено более 21 тысячи пожарных извещателей. Оправданность подобных мер не вызывает никаких сомнений. Так, согласно официальной статистике, за 2017 год на территории городского округа город Сибай был зафиксирован 71 пожар, которые унесли жизни 3 горожан и повлекли ущерб здоровью еще 3. Для чего нужен этот пожарный извещатель? Мне кажется, тут каждый гражданин должен спросить себя, хочет ли он заблаговременно узнать о начинающемся пожаре. Допустим, если находится в соседней комнате, или это случилось в ночное время, или в дневное время, родители на работе, дети, маленькие дети дома остались. То есть это предупреждение о пожаре. То есть можно избежать гибели людей, это можно избежать, не будет у нас пострадавших. Громкость сигнала противопожарного датчика, срабатывающего в случае обнаружения дыма, достигает 85 дБ и обеспечивает ощутимую проницаемость звука даже за 2 закрытыми дверями. Хозяину остается лишь периодически заменять батарею, рассчитанную на 2 года службы. Республиканская программа охватывает категорию населения, находящуюся в особой зоне риска. Между тем, стать жертвой такого чрезвычайного происшествия, как показывает практика, может абсолютно любой. Специалисты рекомендуют задуматься, стоит ли экономить на собственной безопасности. Стоимость приборов в специализированных магазинах составляет порядка 250 рублей. А для того, чтобы установить такой сигнальный аппарат у себя дома, не требуется никаких специальных навыков. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Начало нового календарного года – это горячая пора сдачи отчетности для финансистов и предпринимателей. Но и для обычных граждан, не имеющих отношения ни к бухгалтерскому учету, ни к бизнесу, тоже начался отчетный период. Речь идет о сдаче налоговой декларации формы 3 НДФЛ. Подать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ за 2017 год необходимо не позднее 30 апреля 2018 года. Но ждать апреля, месяца пиковой нагрузки в налоговых инспекциях, не стоит, советуют специалисты. Это можно делать уже сейчас. Юридические и физические лица могут обратиться как в саму инспекцию, так и зайти в личный электронный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщики обязаны представить в 2018 году декларацию по налогу на доходы физических лиц в следующих случаях. При получении дохода от продажи имущества, дома, квартиры, находящего в собственности менее 3 лет, от реализации имущественных прав, переуступок прав, требований, при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, при получении дохода в виде выигрышей, уплачиваемых организациями лотерей и других основанных на риске игр, при получении дохода от источника, находящегося за пределами Российской Федерации. Налоговики предупреждают, непредоставление в установленный срок декларации по налогу на доходы физических лиц и неуплата налога в срок влечет наложение штрафных санкций. Начиная с 2017 года физические лица, получившие доход от продажи объекта недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, должны рассчитывать налог в налоговой декларации 3 НДФЛ по новым правилам. В целях обложения налогом на доходы физических лиц от продажи недвижимости принимаются максимальные из 2 величин. Первая – это цена сделки, по которой реализована недвижимость, и вторая – это кадастровая стоимость, определенная на 1 января года, в котором реализована недвижимость, умноженная на коэффициент 0,7. Лиана Кириллова, Гульхамитов, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И к новостям спорта. Острые лезвия, упругая хоккейная клюшка и рассекающая воздух шайба. Первый гол в воротах противника. В городском ледовом дворце Ирандык прошел товарищеский турнир «Крещенские морозы». На лед помимо сибайских спортсменов вышли команды «Степные волки» из Магнитогорска, «Стальные орлы» из Новотроицка, сборная «Газпром-добыча» город Оренбург и 2 состава юниора из Троицка. Игры по хоккею проходили в течение 3 дней. Юным хоккеистам команды «Горняк» удалось отстоять честь города и занять среди достойных соперников 2-е место. Отметим, что нашу команду тренирует Борис Андреев, работа которого не может не радовать, судя по турнирной таблице.
Победителем товарищеского турнира стали спортсмены из Оренбурга. Тройку лучших замыкают хоккеисты Новотроицка. В минувшие выходные в Сибае состоялся и городской турнир по настольному теннису, который объединил спортсменов всех возрастов. В теннисном зале плечом к плечу оказались юные призеры республиканских игр и ветераны спорта. Подробности далее. Очень удивительно, что Сибай продолжает эту традицию. Недаром в те далекие времена и сейчас называют Сибай территорией спорта и здоровья. Я думаю, что вот этот девиз у нас пожизненно останется. Открытие городского турнира по настольному теннису состоялось в стенах лицея имени Рамазана Умитбаева. Соревнования собрали участников всех возрастных категорий и разных уровней спортивной подготовки. Почему мы начали с тенниса? Потому что есть уже успехи, которые нас радуют. А когда есть успехи, мы должны еще раз показать, чтобы другие, увидев эти успехи, они тоже начали заниматься спортом. На открытии присутствовали представители администрации города, которые отметили призеров республиканских соревнований наградами, а также торжественно объявили благодарность за вклад в развитие тенниса присутствующим в зале ветеранам спорта. Я считаю, что я теннисом поздно начал заниматься. Я раньше занимался боксом, волейболом и так далее. Потом, как начал играть, я полюбил. Участвовал в городских соревнованиях среди взрослых. Потом по ветеранам. Ездили мы в Баймак. И сейчас, в принципе, когда приглашают, ездим, бывал в призерах. Многие воспитанники спортивной секции узнали об олимпийском виде спорта из уст своих родных. От них же и заразились спортивным азартом, который толкает ребят к покорению новых вершин. Семейные династии спортсменов также были отмечены на открытии турнира по теннису за личные заслуги за воспитание достойного поколения будущих чемпионов. В этом году я выполнил кандидат в мастера спорта. В теннис вообще меня отдал мой папа, потому что он тоже играл в теннис. Сегодня проводится чемпионат города по настольному теннису. Сегодня получил за то, что выполнил кандидат в мастера спорта перед началом соревнований за свою награду. За теннисными столами, согласно правилам, можно было наблюдать как парную игру, так и теннисное сражение в 4 угла. Возраст теннисистов можно было узнать, взглянув в регистрационный лист, но на самом поле возрастные рамки не действовали. Активные и улыбающиеся спортсмены с молодецкой удрью передвигались вдоль столов. Кто-то пришел за позитивом впервые, а кто-то, участие в городском турнире, заявил как многолетнюю традицию. Мне было 35 лет, как сюда приехал с 85-го года. Занимаюсь теннисом. И по сегодняшний день получается, да. Почему решили поучаствовать в городском турнире? А я всегда участвовал, и в этом году обязательно буду участвовать. Если совсем так конкретно, то 4 года. А вообще, когда полюбили уже? Полюбили в лет 19. Но негде было играть, вот как зал построили, так начала заниматься. А почему решили поучаствовать в городском турнире? Городской турнир в том году не проводился, поэтому охота себя показать и на других посмотреть, соперникам поиграть. Тем более девочки здесь выросли в классе тенниса. Сама езжу я на спартакиаду, ГОКа участвую, поэтому мне это надо. Участники выступали в 3 возрастных категориях среди женщин и мужчин. Среди ветеранов, самый колоритный в своих выступлениях в группе спортсменов, первое почетное место завоевал Айрат Юмасултанов. Среди взрослых лучшими оказались Артем Лежнев среди мужчин и Зиля Горстова среди женщин. В самой юной звездной группе школьников победителями стали республиканские призеры Фанис Суюндуков и Ильгиза Кужина. Екатерина Марочкина, Радмир Исингулов, Гульгина Раскидзина, телекомпания СТВ. Это все на сегодня. Я желаю вам удачи и прощаюсь. До завтра.